Уважаемые участники второго инвестиционного форума, год назад, не на помещении, а в Малой академии наук, когда проходил первый инвестиционный форум, Михаил Ефимович принимал участие лично, он председательствовал на этом форуме. И на том форуме я ему внес предложение, сильно волновался на самом деле, там органам исполнительной государственной власти доставалось, честно говоря. И я на последнем выступил, предложил создать закон о развитии местного производства. Примерно описал его параметры. Идею Михаил Ефимович очень, сам механизм поддержал, и в соответствии в дальнейшем мы уже внесли это предложение Александру Сергеевичу, и как его законодательная инициатива, он тоже данное поручение дал. Итак, прискорбно очень, что Михаил Ефимович не может заслушать этот доклад и узнать, что мы все-таки наработали за этот год. Но большинство участников первого инвестиционного форума, они здесь тоже присутствуют. Ползала это знакомые лица, и поэтому, коллеги, давайте я расскажу вам. 3 июля вступил в силу закон Республики Саха-Якутия о территории развития местного производства, разработанный Министерством экономики в качестве нового инструмента стимулирования предпринимательской деятельности на территории муниципальных образований. Интересный факт, у нас 178 замечаний было к закону на уровне правительства, и еще около 80 замечаний на уровне документа. Того у нас 250 замечаний мы отработали. То есть очень много участников в разработке этого проекта участвовало, все хотели приложить силы, и свою добавленную стоимость. И мы все вместе, грубо говоря, это разработали. На территории развития местного производства будет действовать особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на насыщение местного рынка товарами и услугами и ускоренного социально-экономического развития. Установление особого правового режима заключается в определении территории поселения, где осуществляется предпринимательская деятельность, установлением определенных преференций по налогу, а также меры государственной поддержки предпринимателям, получивших статус резидента в виде возмещения части страховых взносов, части затрат на уплату процентов по кредитам и по капитальным вложениям на производство. Создание территории развития местного производства будет осуществляться правительством Республики Саха-Якутия, уполномоченным органом, Министерством экономики Республики Саха-Якутия, органами местного самоуправления, муниципального района и поселений. В законе по территории развития местного производства понимается территория одного или нескольких поселений, входящих в состав одного муниципального района, обладающих потенциалом ускоренного экономического развития, на которое действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Резидент территории – это физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющийся налогоплательщиком на профессиональный доход, так называемый самозанятый. Также индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, госрегистрация которых осуществлена на территории Республики Саха-Якутия, заключившие в соответствии с законом соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и включенные в реестр резидентов территории развития местного производства. Важный факт соглашения между резидентом и органами власти, оно обязательно, это и присваивает статус резидента. Территория развития местного производства создается по решению правительства республики на основании предложений органов местного самоуправления по согласованию с инвестиционным комитетом при главе Республики Саха-Якутия. Создается на 20 лет. Срок может быть продлен по решению правительства республики. Критерии создания территории – это наличие экономического потенциала для обеспечения ускоренного социально-экономического роста поселения, близость центров переработки и потенциальным рынком сбыта, наличие объектов инфраструктуры, транспортной, энергетической, инженерной, газоснабжения, водоснабжения, связи. Определение территории производится на основании оценки экономического потенциала, где основными критериями являются наличие потенциальных резидентов, наличие согласованных действий между администрацией и поселением. Это тоже важный факт. Администрация муниципального района, который подал предложение о создании территории развития местного производства, наличие земельных участков, планируемых предоставлению резидентам, отсутствие ограничений на таких земельных участках, сведения о численности населения, постоянно проживающих в поселении за последние 5 лет, удельный вес численности безработных граждан, зарегистрированных органов службы занятости, расстояние от населенного пункта до потенциальных рынков сбыта, наличие объектов инженерной инфраструктуры, наличие оформленных имущественных прав на земельные участки, где планируется разместить производство потенциальных резидентов. Все эти положения мы изложили в постановлении правительства, которое уже принято.
И все они направлены на то, чтобы территория развития местного производства создавалась именно там, где существуют благоприятные факторы для ведения предпринимательской деятельности. Каждый из этих факторов, которые мы включили в постановление для оценки критериев, он важен для бизнеса, потому что там, где нет электричества, бизнес вести невозможно, там, где нет рабочей силы, бизнес вести невозможно, там, где нет дорог, мостов и так далее, эту инфраструктуру нужно в первую очередь создавать для ведения бизнеса, а потом уже предоставлять льготы. Вот в чем логика данных критериев. И долина Аркени, она эту оценку уже прошла. У Олега Валерьевича очень подробные таблицы, параметры территории существуют, и мы их тоже со своей стороны подтверждали и оценивали. И по итогу нашей оценки все поселения прошли необходимый порог 40 баллов. Закон не устанавливает ограничения по видам экономической деятельности. Кроме запрета деятельности в сфере и горного бизнеса, подакцизных товаров, а также добычи и реализации полезных ископаемых. Вместе с тем, с учетом целей законопроекта, приоритетными будут инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, это растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, туризма и придорожного сервиса. Это традиционные виды деятельности на селе, но при этом любой вид деятельности подпадает. Особенно споры в ОКН касались торговли, потому что торговля, как вы знаете, это довольно такое доходное направление деятельности, даже кризисы все равно собираемость налога с торговли высокая. Но, тем не менее, приняли решение депутаты Государственного собрания о том, что торговлю тоже нужно поддерживать население, да, и она тоже может претендовать на поддержку. То есть все виды, кроме подакцизных и горных. Отнесение территории и поселения к территории развития местного производства происходит следующим образом. Орган местного самоуправления района вносит консолидированное предложение по всему району в правительство республики о создании территории развития. Дальше это, в соответствии с порядком создания территории, уполномоченным органом Министерства экономики проводит оценку, и далее, если кратко, предложение вносится на инвестиционный комитет с заключением Министерства экономики, и там уже СС Сергеевич лично принимает решение о том, что создать или не создать. После этого технически происходит заседание правительства, выходит постановление о создании территории. Вот такой порядок, на все предусмотрено 20 дней, и это необходимо в основном для анализа и организации мероприятий. Да? Получение статуса резидента носит заявительный характер. Лица, намеревающиеся приобрести статус резидента, подают заявку и бизнес-план инвестиционного проекта в уполномоченный орган в установленном порядке. Это уже речь идет о присвоении статуса резидента конкретно каждому инвестиционному проекту. То есть там, где территория уже создалась, постановление правительства вышло, появляется право заключать инвестиционные соглашения. То есть между инвестором и уже органами исполнительной власти и муниципальной власти. Критерии для заявителя – это общий объем капитальных вложений не может быть менее 500 тысяч рублей. Инвестиционный проект является новым, регистрация на территории Республики Саха-Якутия. Такие критерии, они вполне реализуемые, но дальше будет еще также оценка инвестиционного проекта, да? Его реализуемости в основном. Дальше заключается соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности сроком до 10 лет между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района и поселением, в границах которого создана территория развития местного производства и резидента. Это важный факт. Соглашение четырехстороннее, то есть поселение должно подписать, район должен подписать, уполномоченный орган Министерства экономики должен подписать и сам инвестор. Если нет согласованности в ком-то из этих четырех сторон о том, что действительно в каких параметрах инвестиционный проект должен заключаться, то, соответственно, такой инвестиционный проект не станет резидентом. То есть важна согласованность действий. Все должны понимать параметры проекта и все усилия направить на его реализацию. В качестве мер налоговой поддержки для резидентов территории развития местного производства предлагается установить пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, в том числе минимально возможные размеры ставок на первые 5 лет с момента получения соответствующего статуса. И на следующие 5 лет установить среднее значение ставок в размере 3% и 7,5%. 3% на доходы, 7,5% на доходы минус расходы. А на первые 5 лет это 1% и 5% соответственно. Предлагаем установление упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения дохода. Так.
Ставку по единому сельскохозяйственному налогу в первые 5 лет предлагается снизить до 1% и на следующие 5 лет до 3%. Освобождение от уплаты транспортного налога на 5 лет с момента получения соответствующего статуса. Возмещение части страховых взносов. Указанные налоговые льготы предусмотрены в законопроекте о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия о налоговой политике, разработанный министерством. Этот законопроект сейчас направлен на доработку предыдущим созывом, да, и на осенней сессии нового созыва он, я уверен, что будет принят, потому что в реализации закона мы уже приступили. Там принципиальных возражений не было, в принципе, мы за все замечания документ устранили. Да. На очередном заседании инвестиционного комитета при главе рассмотрено первое предложение создания пилотной территории развития местного производства в Аркане по инициативе первого президента Михаила Димовича Николаева, которая была поддержана главой республики, о чем Олег Валерьевич подробно нам рассказал. Далее у меня в докладе ожидаемые результаты. О них тоже Олег Валерьевич тоже в своем докладе осветил, но я подчеркну, что те проекты, которые сейчас в высокой степени проработанности, по ним мы ожидаем создания не менее 100 рабочих мест. И вот только 5 проектов, которые Олег Валерьевич озвучил, там 900 миллионов инвестиций, это значимая сумма на самом деле для села. И 100 рабочих мест при численности населения в среднем поселении по 600-800 человек, это тоже значимое количество рабочих мест. Но на самом деле инвестиционных проектов намного больше, они в администрации в проработке. Я знаю точно, что есть 17 проектов, но, естественно, какие-то из них ввиду разных обстоятельств и решений самих инвесторов не реализуются, поэтому здесь вот Олег Валерьевич озвучил только те, которые в высокой степени проработанности. На этом мой доклад окончен. Спасибо за внимание. Если есть вопросы. Спасибо, Игорь.